Республика держит курс на развитие сельских территорий. Глава Коми Владимир Уйба в ходе прямой линии отметил, что в селах необходимо восстанавливать совхозы и другие предприятия. Села должны себя кормить. Молоко, мясо, сыр, хлеб, производство таких жизненно необходимых продуктов запустить вполне реально. На развитие экономики выделен 1 040 000 000 рублей. Республика готова давать предпринимателям беспроцентные кредиты на внутреннее производство. Сейчас очень тяжелая ситуация в сельской местности, ее надо максимально поддерживать. Есть очень много предпринимателей, которые хотели бы работать, но не имеют начального капитала, поэтому беспроцентные кредиты для сельской местности очень важны. Также поддержка сельхоз маленьких предприятий в сельской местности тоже необходима. Поэтому все, что сказал глава в этом направлении, конечно, надо реализовывать и поддерживать сельхозпроизводителей. Важно поддерживать и молодежные проекты, обновлять материально-техническую базу образовательных организаций и строить новые школы. В 2022 году одну из них начнут строить в Ижме. Новое здание ждут уже больше 10 лет. С 2010 года действующее считается аварийным. В результате проведенной всего за год работы правительству республики удалось включить объект в федеральную программу «Современная школа». Я, как мама четвероклассницы, познала все прелести второй смены, конечно, и очень хотелось бы, чтобы школа была построена, раз уж начнется строительство в 2022 году, чтобы она была построена качественно, но в кратчайшие сроки, если это возможно, конечно. Потому что очень хочется, чтобы у детей были комфортные условия для занятий. Серьезное обновление ждут районные больницы. Их оснастят рентгенами, флюорографами, маммографами и компьютерными томографами. По нацпроекту здравоохранения выделено 6 миллиардов рублей. Но есть серьезная проблема – нехватка медкадров. Глава Коми предложил ввести систему работы врачей общей практики. Медики будут зарегистрированы как предприниматели, за каждым 2000 пациентов. Идея, озвученная главой на прямой линии, как главному врачу очень интересна, введение врача общей практики, как индивидуальных предпринимателей. Ни для кого не секрет, что в сельских районах узких специалистов не хватает. Не хватает участковых терапевтов, и нагрузка, конечно, колоссальна в условиях новой коронавирусной инфекции. Будет удобно людям, удобно нам, удобно специалистам, но немножко непонятен механизм реализации этого проекта, а в целом я одобряю данное направление. Проходить диспансеризацию сельчанам тоже станет удобнее. В республику поступит КАМАЗ, который будет оснащен диагностическим оборудованием. А в отдаленные местности будет выезжать бригада узких специалистов.